Более 80 артефактов современности и послания будущему поколению. В Уфе заложили капсулу времени в честь 450-летия столицы Башкортостана. Ее вскроют только через 50 лет, а вот дворец борьбы спортсменам доступен уже сейчас. Открытие уникального объекта состоялось накануне в рамках юбилея столицы Башкортостана. А на сцену, которую смонтировали в Уфа-арене, в этот день вышли более 1000 артистов. Там прошла официальная часть юбилейных мероприятий. Подробности расскажет Руслан Батыргареев. То есть вот текст, послание, которое в строжайшей секретности держится. Сейчас вот мы его с вами запечатываем. Если текст послания держится в тайне, а содержимым капсулы не скрывают. В ней образцы продукции уфимских предприятий, брендированные сувениры, диски с записями легендарных песен и видеороликами. В общей сложности более 80 предметов. Включая медали золотые наших спортсменов республиканских и уфимских. Например, здесь вы можете увидеть рапиру Тимура Сафина и Аделины Загидуллиной. Именно с такими рапирами они стали олимпийскими чемпионами. Внутри все то, чтобы будущие поколения могли прочувствовать, какой Уфа была 50 лет назад. Саму капсулу из нержавеющей стали высотой 120 и диаметром 60 сантиметров, которая весит 130 килограммов, изготовили на УМПО. По-настоящему исторический момент капсулу обработали герметиком. И все, вот она сейчас закрыта, а откроют ее только через 50 лет. В торжественной церемонии закладки капсулы участие принимал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе, президент Абхазии, премьер-министр Белоруссии, глава Башкортостана и почетные гости, приехавшие в Уфу не только из разных уголков страны, но и зарубежных государств. Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Закладка капсулы проходит в знаковый для жителей города и всей республики день 450-летия Уфы. Желаю всем жителям республики Башкортостан здоровья, мира, благополучия и процветания, новых достижений на благо всей нашей большой страны. Верим, что наши потомки будут так же, как и мы, любить родной Башкортостан и великую Россию. Будут уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца, жителя прекрасной столицы Башкортостана, современного города с богатейшими традициями, важного центра науки, образования, многонациональной культуры. А этот объект уж точно рассчитанный для будущих поколений. В Уфе накануне открыли дворец борьбы, одну из ключевых юбилейных построек. С нетерпением ожидали тысячи спортсменов. Сбылась мечта и главного инициатора стройки Радия Хабирова, который сам когда-то занимался борьбой. Объект, по словам гостей, получился уникальным. Это, я бы сказал, лучшее на современном этапе, видимо. Ничего лучшего я не видел в плане организации и условий для занятия спортом. Мы гордимся вами, мы восхищаемся, и я уверен в том, что это будет кузницей великих спортсменов. Его отличает прежде всего величественность и монументальность. Это действительно самый настоящий дворец с колоннами и барельефами. Объект выполнен в античном стиле. Скульптор создал ансамбль с изображением самбистов, дзюдоистов, борцов. Дело в том, что вот этот район, он очень современный, современно построенный. И вот здесь вот дворец в стиле античном, в античном стиле, это тоже обращение к древности, к классике, к основам. Дворец состоит из спортивно-концертного зала, амфитеатра для 3400 человек, тренировочного зала для единоборств, медцентра, тренажерных залов, 25-метрового бассейна на 7 дорожек. Этот дворец спорта – дань уважения великим спортсменам, которые вот за моей спиной стоят. Здесь великие спортсмены. С благодарностью за то, что они защищали знамена нашей великой страны. Я многим обязан греко-римской борьбе, многим я обязан своему тренеру и тем годам, которые я посвятил, занимаясь спортом. И вот с тех пор у меня всегда была мечта, думаю, как мне отблагодарить моих тренеров, как отблагодарить великих спортсменов и как создать условия для мальчишек и девчонок, чтобы они могли заниматься в хорошем, замечательном дворце спорта.
церемонии открытия приняли участие представители ключевых спортивных федераций дзюдо, самбо и непосредственно спортивной борьбы. По итогам осмотра они дали высокую оценку объекту, выразив надежду, что именно здесь будут ковать будущих чемпионов. Делились своими впечатлениями с президентом Международной федерации. Все, в общем-то, в восторге. И мы с нетерпением ждем момента, когда мы сможем здесь организовать уже какие-то крупнейшие международные соревнования. Я хочу поблагодарить Ради Фаридовича и всю его команду, которые создали такой объект. Это подарок для всей России, для всего мира. Он даст новый импульс для развития всех наших видов спорта. Очень приятно с нашими братьями, коллегами, друзьями делить тренировочную площадку и вместе добиваться результатов на благо страны и на благо, конечно, республики Башкортостан. Юбилей Уфы – событие общероссийского значения. Такие праздники проходят не чаще, чем раз в полвека и требуют больших вложений, чтобы действительно преобразить город. С началом СВО все ранее запланированные объекты распределили по приоритетности. Наиболее значимые – Восточный выезд, Башкирский театр кукол, Центр детской онкологии и гематологии, Дворец борьбы открыли к юбилейным мероприятиям. На остальных работы еще ведутся, ведь, как уже подчеркивалось, юбилей будет длиться до конца года. Дворянин Артемьев прибыл в Башкирский край для очерчивания места. Решено на Троицком холме возвести Уфимский Кремль. Так глашатые в 1574 году объявили о строительстве Уфимской крепости, после чего на берегу Белой началось возведение сооружения на месте нынешнего монумента дружбы. Отсюда и началась история города. Официальная часть празднования юбилея Уфы прошла в спорткомплексе Уфа-Арена. Ярким зрелищем стала театрализованная постановка «Река времени». История создания города и его развития до эпохи прогресса. В представлении сыграли более 1000 артистов, почти столько же шили костюмов. Настоящий царский костюм. И уже заставляет себя держать. В этом костюме уже не расслабишься, естественно. Мне очень приятно в честь такого юбилея представлять столицу именно в этом образе. Размах, с которым отмечается юбилей, говорит о вовлеченности руководства республики. Подготовка к нему шла на протяжении нескольких лет. Благоустраивались парки и территории, открылись объекты, которые будут служить еще не одному поколению. Мы сегодня были на площади Салават Юлаев, монумент. Вообще отлично, там арена, и там понастроили всего хорошего. И там дороги асфальтированные, и в гору, и под гору идут. Вообще красивые, не узнать. Я живу с рождения в этом городе, я очень люблю свой город. И вы знаете, настолько радостно то, что наш город стал так красивый, он так преобразился к юбилею, столько новых объектов, так красиво. И сегодня повсюду по городу проходят такие масштабные мероприятия. Я хочу поздравить всех жителей нашей республики с юбилеем, с праздником. Я горжусь, что я живу в этом прекрасном городе. Название постановки «Река времени» символичная. История соединяет прошлое с настоящим и будущим. Забыв то, что сделано предками, не получится идти вперед, как и если не работать сейчас для того, чтобы жили комфортно потомки. Чтобы через 50 лет, вскрывая заложенную накануне капсулу времени, они могли гордо сказать «Спасибо за крепкий фундамент, заложенный предыдущими поколениями». Руслан Батыргареев, Равиль Рахимзянов, Азат Ишбулатов. Итоги недели.